Вітаем, сябры! С вами спадарыня Мар'яна, спадар Олег. Мы находимся в уютной, утульной кафешке. С чем вас и віншуем. А где мы находимся? Поглядите, что за нами. Мы находимся у ТЦ Акрополис. Неужели Акрополис? Да, так. Мы сегодня решили приехать в Акрополис. И, нашей метой было кое-что тут набыть, кое-что глянуть и доведаться. Але головное наше сегодня то, что я прочитала, что сегодня вы ведаете уже о Акрополисе. А что она закончила и подарунки выкидывает. Да. У Акрополиса сегодня с 8 раницы, а сегодня суббота, 22 лютого 25 года, проходит спаборніцтвы у Акрополиса есть Ледас. Ледас – это каток. Коузанка. Коузанка. И тут проходит спаборніцтвы по фигурному катанию, фигаскейтинг. И мы вирішили поглядеть и крыху вам показать. Зараз все. Впервые в жизни мы глядим на живое фигурное катание. Правда, не по ящику. Про И вот давайте я зараз вам еще покажу крыху. Вот кафе там сзади. Угу. Это недалеко от фудкортов разных. И вот поглядите, что находится тут. Вот Олежка сидит. Зараз покажу больше, так, зручно. Ось виглядає так наш столик. Мы, до речі, пошли у Лидо на фудкорты и так здоровско покушали. Ось мы пообедали, все. И зараз только вирішили тут посидеть и с напоями некими. И ось покажу вам Ледас. Вось дзяўчынка рыхтуецца. Я, значит, уваход у этот Ледас ось на тым кутку. И трэба обойти вось весь вот так вось. Я обошла. И вот там я ушла и доведалась кое-какую информацию. Тут, когда мы пришли, был такой перапынок. Вот, девчину объявили. У меня здесь вот наклейка. И тут было такое, перапынок, где они все так, разминка, репетировали. А зараз, значит, сегодня с 8 раницы и завтра 2 дни. Значит, завтра в субботу так само будет. Неделю, так. Сегодня субботу и завтра неделю протягнется за гэтые спаборніцтвы. И глядите, коли ласка, наблизим. Она там в основном что-то катается. Где она? Ось. Не бачу, а что за она у той полове? До нас не наближается. Так она там прыгает. Тренер натренировал ей там кататься. Вот, глядите, в желтеньком костюмчику. И в этом, значит, тут могут принять удел любые люди, дети, дорослые, любого возрасту. Обмежевания по возрасте нема. И только треба зарегистрироваться. Они, конечно, все те, кто занимаются фигурным катанием. Другое, потребованию по программе так само таких нема обмежеванию, какие-то фигуры, что. Сказали так, як их натренировал тренер, и что там придумали, так я и катаю свою программу. И удельники, глядите, удельники с 4 краинов принимают удел, да, и вось она поближе подъехала, и вось она и упала, да, бедненько, так лихо так каталась.
Глядите, які країни представлені, як мне сказали. Конечно, Lithuania, вот правый крайний литовский стяг. Латвия, вот она. Подъехала ближе, так. Латвия. Эстония, пробачьте, Италия. Давайте поглядим, як яна. О, ластовку робить во вращении. Ну, как только ни водного разу не упала, было в улицу Дона. Ну, маленькая, так, невеликая девчинка. Закончила. И сябры так само приймає уділ Україна, мне сказали. Але я не бачу українського стяга. Они, может, Евросоюзовский? Заместо этого Евросоюзовский, может, повесили, не? Ось такі, так. Але пакуль я размовляла з гэтымі, как его, з волонтерками, подошла женщина, мне сказали, она говорит, я самая главная организатор. И вот менавіта яна сказала, а кто это у нас за фигуристка такая? Глянь. Менавіта... Потому что наш самый главный организатор. Ну нет, та інша. Яна сказала, что менавіта 4 країни приймають уділ. Навіть і дівчини не ведали, были здивлены. Они мне сказали 3. Латвия, Литва и Италия. А вот про Украину яны не ведали. Так что вот так. Ну, пакуль нікого нема, чекаем наступного выступоўцу. Замшелый. Мы бачим, что ось откуда-то вот с этой боковой там какой-то двери сыходят люди. Ну, я не выключаю, что альбо это перапынок какой-то, альбо это уже скончились спаборніцтва. И может это мы не выключаем, что это, значит, judges, как и сказали девчонки. Значит, тут кто вырашает, кто и как выступил, и отзнаки, это судьи, да. Где-то они были схованные. Ну, на жаль, что неужели не скончили? Не ведаю. И уже я туди не побегу пытаться. Але пакуль я ходила доведаться штось, скажи, коли ласка, папуся, что тут отбывалося? Может... По черзі выступали девчонки. Ага. Вот. Ну так, поспіхові, середні. Я, по-перше, не бачив вживую їх виступлення. І було цікаво назирати якісь дробязі. Ну, наприклад, одна там згубила баланс. Ориентир, да, баланс, так, зачепилася ногою. Там. Ну, такі речі, які, звичайно, по телевізору не бачиш. До речі, вот, вони зараз будуть чистити. Потому что уже несколько разов было, я бачил, что девчонка падали. Цеплялась за какие-то там щілини. Да. Може вот. буде, да. Може перепинок зробили, а судді побігли у прибиральню. Да, звичайно, они все заканчивали выступление, да. О, глядите, раскланивались и приходили сюда, где их чекал тренер. И, звичайно, девчонкам тогда на лед мы выкидали некие подарунки там. Шоколадки, какие-то игрушки, там мишки, да. Вот. Одна девчонка, видать, ее сняли почему-то с поборництва. И она каталась несколько разов. Так, повалилась, упала после прыжков. Вот, так неуверенно себя чувала. Вот я, конечно, отвлекся, так, когда туда гляжу, вертаюсь на лед и не бачу ее, где она началась. Она вот туда подошла, ее выкинули. Она подошла, что-то там разговаривала, руками махала. Ух, глянь. Вот. Поехал. Ну, еще он будет замерзать, бачишь, вот он воду наливает. Короче, и все. И после этого она не потянула выступление. Она просто подошла в центр, так помахала, там что-то такое. И сошла с лёда. Разлеталась и сошла, да. И я так думаю, что за что-то ее сняли. За что? Можно сказать, у тебя нема шансов? Ну, не знаю. Может, квалификации в огуле? Она не традиционно закончила. Ну, ясно. Все звучально так. Там же музыка играет. Своя драма, тут своя музыка. драма, Там да, мы тут ее отбывается. не чуем, а там играет.
А они вот после того, как она вот поговорила, все, музыка спинилась, и больше ничего не было. Да. Ну и девчонки были такие разного возраста, были там по 15 годов, а некоторые было там годов 10. Сказали, возраст не обмежований, і дорослі, і діти, всі, хто зареєструвалися і все. Ну, може, вони потім виносять виніки все ж таки Самое дорослое, что я притримлювають? тут бачил, это было 65 годов женщине, она с палочкой вышла. Ага. Добре. Короче, вот побегла одна из этих. Ага. Ну ладно. Ну, давай. За твой розповідь. За мой первый досвід. Досвід, Я да. пам'ятаю з дитинства. Фігоскейтинг. Батьки любили это фигурное катание с этими всеми родняными там и прочими. Мне, конечно, как хлопчику было не скучно это глядеть. Вот. Потім, коли уже я стал таким хлопчиком, а таким уже Хлопцям. пацаном, хлопцем, да, то, конечно, было цікаво вже на Фігуристичок. На фігуристичок поглядеть с такого, с мужчинского пункта глядения. Вот. А так, в основном, не цікаво. Ну, а тут я вперше бачив, як це вживу відбувається. Ну, зараз почекаємо. Раз він чистий, значить вони не скончили. Куди нам спішатися? У нас нема малих дітей і собачок, яких треба виводити, як раніше було. В центрі. О, бачите? Заїжджено в центрі. Да, да, ось він полосують. Бачите, як? Ну, это не Ой, он довго буде, полгодини, Да, це не місяць, як за той полгодини, ледос, да. да. Потому что Оно ж- вот только полоса вот оно эта ж вот мусить мокрая, подмерзнуть. а потом коля бортика, потом это, и так тут будет сужаться белое, а то будет расширяться. Ну, мы уже опытные с тобой на конт ледосов. Все, сябри, тільки що з'їхав чистильщик, і поглядите, як виглядає зараз льод. Ще лямпочки, ті самі акрополівські, і вони почали як у люстерці відражатися. І, до речі, хочу сказати, що це споборництво називається приз Акрополіса. Ось, на Акропольський приз. І я думаю, що це відбувається регулярно. Ну, ось ще там дочищає. Смотри, папа, снежочек, як він збросив. А что это он так? У него там с этой машины. Пока он съезжал, ударился. ударил. Бортик, не, ну нормально, а то что ну, там же приступочка маленькая. Там приступочка. 30 сантиметров. И он вон насыпал, Ну, и он гляньте. насыпался. Гляньте. Ось ми бачимо інсайдерську інформацію об споборництвах по фігоскейтингу. Які тут бувають моменти. Такой снежочек насыпался, и она аккуратненько. Это яна чи ён? Я не бачу. Сябри, самі глядіть. Опа, сюди скинув. Мы еще заказали сухарики, такие хлебные, с сыром. Зараз поглядим, что нам принесут. Ну, тому что мы думали, поглядим, сдвинем и пойдем. А тут такий перепинок. Ось. І ми тоді вже до наших напоїв. Папуся читає новини, конечно же. Ой, а нам уже принесли ось приборы. Катлевый, или как они называются. І ми з допомогою яких под венцо такой великий бокальчик, а венца не шмары. Вот Константиновке был, да. О, по Константиновке, да. Это значит 22 лютого. Сябры, завтра, 23 лютого 25 года, буде ровно 3 годы ось гэтай сумнай даты пачатку. Не завтра, послезавтра. Ну да, пробачьте, это будет 24-го понедельник, але чому я так как бы сказала и помилилась, и не помилилась, потому что менавіта завтра у Вільнюсі на Лукішській площі будут відбуватися події різні.
Будет концерт. Там с помощью этого организации, эти фирмы Радомира будем збирати гроші будуть і так далі. Будуть костри, до речі, будуть вогнища. А, вот, дякую, велике. Ось прибыли наши сухарики, гляньте. Вилочкой бери, вилочкой. Ай, папуся. Ну, это по-нашему, по-бразильски. Вот. И будут вогнища, будут там мероприемства. И мы пойдемте не с тобой, скажи, коли ласка. Вот. Ну, покуль мы плануем пайсці завтра и поглядеть. И так само я здыму, конечно, покажу вам. И я ще хотела сказать, дякую усім тим, хто глядить мои відео и наши відео, и ставить лайки, и, ну, може, не пише комментарии там. Наши так ще боятся, конечно, я разумею. Навіть і лайки ставить боятся, але хоча б є прогляди. И я таки здивлена, чому не так шмат проглядов под нашим этим, где серфинг, этот центр был, вид спорта. Я лишу это так цікаво, и особливо литовские глядачи. Може, їм вельми цікаво. Ну, а наши остатние прогулки, и костел, и моя прогулка перед Днем Святого Валентина. А якое опошнее у нас відео? Вось. Я забыла, вот зараз. Вот, короче, великий дякуй и глядите далее. Что? Крыгоход этот? Крыгоход, да. Белый мост, наш замочек, крыгоход. День обновления державности. До речі, сябры, я помилилась. Мы помилились крыху, что сказали, что 16 лютого это было, что это день обновления незалежности. Нет, это день обновления державности. И это 16 лютого, а неўзабаве 11 сакавіка будет день обновления незалежности Литвы. И вось менавіта 11 сакавіка перекликается с нашим 25 сакавіка Днем воли. Вось, день обновления незалежности. Так что ошибки треба признавать, помылки пробачьте, и выправлять их. Я завсёды так роблю. А коли пытаются человека, ну какие ваши помылки были? И не каже человек про свои особистые помылки широ, а починає, ось, мы недооценили степень гвалту, и починается демагогия. Такое я не люблю. И николи не буду витать такое. Глядите, все ж таки мы дочакалися. Отчинились воротики, и вот они, джаджи. А судьи кто? А судьи кто? Вот эти джаджи. Ось они, ось тримаються за бортик. Сапраўды, там теперь склизко. Зараз вельми склизко. И тому яны йдуть чисто так по кромочке. О, ось, займите свои места у вагонах. Ось яшчэ йдуть, глядите, кто. Значит, протяг буде. Сапраўды, і може навіть криху старейшие будуть удзельники. Все. Жюри у нас заснятое. Поименно, пофамильно. Ой. І може будуть криху старейші, я сподіваюся, не діти. Потому что яны сказали, девчонки, что все удельники распределены по группам. Чуешь, папа? Все, будем сподіватися на протяг. Ось ще. А кто-то у нас идет по диагонали. Глядите. Это фотограф. Портит лед. Журналист.
Ну, я жартую, конечно. Фотоаппарат. А во, глядите, вот они сейчас. На разминку. Это знову дети, да? Крутые, да. Такие выступали. Как выступали? Они не Это выступали. вот эти выступали. Это какие будут выступать? Ну как же так же? Некоторые выступали. Вот это девчонка выступала. Да ти блитаєш. Це вже наступна група. Які от дівчинки сказали. І зараз кільки їх? Полічи кільки їх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7, да. 7 удельників этой группы. Ну, вы бачите сами, что это поки що, ну, такие детки. Скажи, будь ласка, скільки часу зараз? Без 5,7. О, от їм 5 хвилин на розмінку, 5-7. І у 19 почнеться наступне відділення марлезонського балета. Яны покулились не в своих костюмчиках некоторые, а в неких кофточках. То, что там прохладно, конечно, вот как бы мышцы согревают, и ножки у них еще в штониках. А коли выйдут уже выступать, вот у нее вот кофточка, так, вот штоники. О, некоторые так лихо. Головне им, вот уже упала. Головне, видите, как яны вот на разминке, ну как бы привычали, ну, не столкнулись один одного. Не заминали, не перешкоджали. И мало не столкнулись, як самолеты эти у небе. И такое великое небо, да, огромное небо. А яны еще сталкиваются. Так, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, да, по-моему. Так и ось, 3, 4. Так, скажи, коли ласка, я тебе скажу так. Перші фамілії фігуристів, які я з дитинством, і ще в Башкирії, я ще по чорно-білому телевізору, якого у нас не було. Потім мої батьки набили телевізор «Балтика», где было 2 программы, такие клик-клик надо, правее чуть это вторая, а вертикально это такая вот переключатель был, да. И я памятаю, что тогда уже показывали эти вот фигурное катание. И першими фигуристами, яких я запомнила просто с детства, это была Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Ты так сама? Так. Я памятаю, что он был навіть старейший, чем яна, на несколько годов. А потом уже с годами это все больше как бы было видовочно. А потім про їх стали замовчать. Да, потому что яны, Америку, да, про їх перестали говорить. они что-то советскую-то уладу, да, они там были как бы не любили, супроть, яны съехали у Злученные Штаты и все. И про их они канули у лету. Ну, вот насколько я веду, они не были какими-то политичными там диссидентами, просто они съехали, потому что им там платили. Здравствуйте, держали. Яны какую-то там школу засновали, сидели. Ну, вот. по тих часах это был учинок. Але сам факт, що вони как бы здрадили, трактувалося це як зради, тому про їх вже забили. Ну і що відбувалося, до речі, з артистами, і з співаками, да, і з композиторами. Ну, мы все ведаем, что фигурскейтинг подразделяется на спортивное катание и на танцы на льду. И, конечно, Белоусов и Протопопов были спортивные, да, и он поддержки робил еще. Вот все, разминочка скончилась. А потом, вот уже первая удельница выехала. Девчинка быстренько распранула еще там. И уже с белым платьем. Горсков. Не, вот потом уже спортивные, как бы, они это были головные, основные. Там поддержки, прыжки. Вот дети катаются спортивными. Это. Ну вот, и ведаете, и как бы я памятую с детства. Это Ирина Роднина и Алексей Уланов. А у танцах на льду
Людмила Пахомова и Александр Горшков. А замест Уланова стал Зайцев. Ірина Родніна з Улановим заняла шмат всяких спаборніцтв, золотые медали, чемпионы, такие, сякие, олимпийские гульни, что такое. Але яны не были муж с женой или были? По-моему, не были. Яны рассорились и разладились, и расстались. Ему нашли замену Зайцева. И Родниной дали Александра Зайцева, з яким яны потім поженились, стали мужем жонкой. Ён был нашмат и вышейший, на такого маленького роста, нават на коньках. Уланов был вышейший нашмат. Уланов был вышей за Зайцева. Зайцев так само был. Ну да, но Уланов был еще выше. И ён, і все сумнівалися, ці зможе яна після всіх титулов вернуть свой поспех, який був з Улановым, вот эти все. И ведаете, все потом, конечно, вельми, ею захоплялись, что яна змогла этого Зайцева так вымуштровать. Ну, и он, конечно, был добрый вучень, он был как раз молодейший за ее. И мы чуем музыку, по-моему, девчонковую, да? Ага. Вот. И и она, эта Роднина, его вытягнула, и он молодчина, и они займали вообще так само, уже потом шмат титулов было уже потом. И я памятаю, был вельми, от с кем это был, с Улановым или Зайцевым? На Олимпиаде. На Олимпиаде они катались. Не, на Олимпиаде они катались, а раптом вырубилась музыка. И заставалось еще, там хвилины, так, сколько там, 2-3 до конца. А произвольная программа, тягнется звичайно довжей, так, хвилин 5. Заставалось, может, хвилина 1,5. О, вот закончилась, правильно? Да, молодчина. Ой, вот она ось едет. она. Ага, и ось она поехала. А я сустракаюсь. Вот, обнимает тренер. Тренерша. О, а тут тем часом мальчик и хлопчик, да? А там уже новая девочка. Это хлопчик? Девчинка? Я ж не бачу. И все застыли, весь стадион, судьи, все. А яны не дрогнули ни водной жилкой, как будто ничего не здарилось. И настолько ведали свою программу, и настолько там вельми важна синхронность во всем. И яны докатались эту хвилину 1,5 к кромешной тишине. Полной тишине, без музыки. И настолько, и настолько докатались идеально, что им дали 6-0, 6-0, 5-9, 6-0. И за то, и за сё, и за технику, и за артистизм. И яны завоевали знову перше место. За политическую грамотность. И вот яны тады и стояла, и она и плакала. То, что ты кажешь, на пьедестале. Эти слезы были, как бы, она говорит, присвячаю Советскому Союзу, краине, ля-ля-ля, тополя, патриотизм. Ну, а потім Родніна так само з'їхала. Да. Ну, зараз яна у Думі там і гэтак далей. Ну, она там потім развелася з этим Зайцевым. Яны у них там есть дитя, альбо двое нават. Ну, вот смотри, уже вот, кто там катается. Вот это маленькая черненькая девочка. Ага. Черненькая костюм. Ага, вот. Ух ты, лодочку такую, такую скамеечку. Ой. Вот. И яна... Вот. А параллельно с Родниной и Улановым и потом Зайцевым, значит, у танцах на льду, кого я вельми добро памятаю, это Людмила Пахомова и Александр Горшков. И они так красиво, их знаменитая танго компарсита, они с ним завоевали так само олимпийские чемпионы. Да. И вот цікавое, что колени уже скончили, в общем-то, великий спорт и пошли на тренерскую что-то или что, ну, протягивали там где-то, может, дельничать, кататься. И вдруг раптом мы доведываемся, что у Людмилы Пахомовой пухлина мозга.
От. І яна потім хворела і померла. Олександр Грашко, вони не розводилися, нічого. Она же там любил. упала головой на рост. Не, она не падала. У нее, это уронил один інший уже. Потом поздней один партнер уронил эту. Забыла так само, ведала. И Татьяна, вот какая-то, Татьяна, может, вы ведаете. Так, может, напишите в комментариях. А еще была пара... Это она головой об лед ударилась. Фестивальная пара была Мощно. Бестемьянова-Букин. Да, Наталя Бестемьянова и Андрей Букин, яны так само у танцах на льду. Это уже после Горшковой, Да, мне Пахомовой и это Горшковой. Бестемьянова, как як женщина подавалась. Недавно я убачил ее фотку теперешнюю. Ой, небо и земля. Ну, не будем. Это, все мы такие уже. Не меняемся. Все мы, ніхто не молодеє, ніхто. Хто зараз вот над нами сміється, як Мар'яна постарела, як Олежка уже, як ще, як какие-то актрисы. Ведаете, а вы думаете, вы что, в обратный путь отправились по житті, да? Уще будете там. И, а во, гляди, скончил, во, глядите. Глядите, як їй бросають. Набросали на лед кветки, да, или игрушки. Игрушки, цукерки. А ось уже наступная. И она разминается уже, ось, бачите. Зараз скидник эту кофтушку, я думаю, или у нее будет. Уже Бедная тренерша, каждой девчонке нужно набрать с собой подарунков, а потом выкидать на лед. Ага, специально уже. Ну так зробіть, как будто так, вау, Потом молодчина. над бачком, над бачки. Сабли, батьки, какие-нибудь свояки. Треба ж підтримати дитенка. Ну, ай уже все. Ну, хай уже дети. Они же не дренным занимаются, а, глядите, добрые справы, ну, какие-то досягнения. Все как... Вот ты покатался на льду, сколько ты раз уже шмякнулся там, и як это было... Ты там один поворотик назад и задний ход 1,5 метра проехать. Для тебя достижение. А дети вон прыгают. 6-0 за технику, А? 6-0 за виконання. Тебе за технику тебе 5-9 я дала. 5-9, Ага. один раз упал, да. Один? Я жахую. Смешно. Ось, так що, а діти, які молодці. У меня уніформи не було. Але, звісно, треба уявити собі, от як ти думаєш, у яким узрості мусять батьки приводять на Чим занимання? ранее, тем легче. Ну так от, які ти думаєш? Ну, годов 4-5 можно. А 3 не хочеш? Не 3, занадто. Нет, с 3 годов ставят на коньки, с 3 годов. Бедные 4-5 им тренеры скажут поздно. Треба було у 3 приводити. 3-3,5. І так, до речі, у будь-якому виді спорту. І у танцях бальних так само треба. І, знаєте, Музикалки так само. і музикалки так треба. Гэта треба, чим раніше, тим лепше. Я, коли поступила в музычную школу у 8 годов у другим классе, это было уже не просто поздно, супер поздно. И 7 лет учиться по классу фортепиано, таким чином я скончила у 8 классе 15 годов. 7 плюс 8 – 15. И это уже было поздновато. А з нами у музычной школе с тобой учился Игорь Корнелюк. И он был у нас на 3-4 года молодший. Вот она катается уже, бачите? Вот она сняла кофточку, да, а штоники нет. Ось, и яна, и он уже ходил таким молодший, да, я зараз помню, в белой такой рубашечке с сукенцей и с таким портфельчиком музычным. Такой маленький, черненький, такие волосики вились. И такой очки на носу, такие окуляры. И он уже тады писал музыку, уже там что-то так выконывал. Мои шефы что ходили, что там брынкали, учили эти произведения для экзамену. А он уже лабау там только так. Ух ты, мальчина, как прыжочек неплохо зробила. Ой, блин, я ее теряю. Ой, это лихо, так лихо. Мне здається.
Ой, сябры. Треба... Калі наблізіш, то треба вот... Во, глядзі на ластаўку зрабіла. Так. Еще не... По-моему, ни одного разу не упала. А? Она упала подчас разминки. А вот подчас выступления еще не снимается. А я ще помню, была вельми симпатичная, потом Екатерина Гордеева, ну вот партнера не памятаю, такая девчина потом, позднее же. Екатерина Гордеева и какой-то Сергей Гриньков какой-то. И она очень мне нравилась по внешнему виду, ладненькая, симпатичная такая, и вельми добро каталась. И они тоже вышли всякие переможцы, и были какой-то час вельми популярными. А давай про одиночек вспомним. Ну, кого ты помнишь одиночку? Самую ведомую. Ага, опять. Сами же девчонки выкидывают. А ей головне вот поклониться, да, а потом поехать собирать, як на этих споборництвах. О, главное наклониться, поднять, это так. Вот. Ага, вот так. Ну как, папуся, ты не помнишь такую ведомую одиночную девчину, какая нашумела там у советских? Ну, выскочили мне из головы. Хорошо, хочешь, я тебе имя скажу? Водоносова какая-то. Да. Елена Водорезова. Водоносова. Елена Водорезова, самую, якую я памятаю, яна как бы выделилась. И у яе был, у яе был этот тренер Жук. И всплыла вот эта история домогательства, якая зараз вельми популярна. А Жук еще был такой Жук, что как бы дыма без огня там не было, конечно. И то, что он, он все казал, он ее вывел в люди, в переможцы, тоже в олимпийские, те, какие чемпионы. Потребовал расплату за это. Вот, да, и потребовал, видно, как-то оценить его труд. Иначе, не только грошима. Так, да. Ну, и это самое, и она это все выдала, по тому часу это было вельми нашумевшая такая история. Ой. А вот мужчина-одиночка. А я памятаю один, вельми был популярный. Этот, который Плющенко? Не-не-не, этот Плющенко, это был потом. А как его зовут? Игорь или как? Подожди, Сергей? Подожди, как Плющенко зовут? А вот советские часы-то дыкали Пахомова, Горшков, Роднина, вот это все. Вот, а можно тебе имя скажу? Ну да. Сергей. Сергей Груздилович. No comments. Так, еще какие варианты? Можно тебе первую литеру прозвища? Че. Давай, вспоминай. Вот, пошла кататься, давай. Поглядим. Чемоданов. Ну, почти. Чебурашка. Похоже. Чебурашкин. Во всяком случае, количество слогов совпадает. Ну, не вспомнил? Сергей Четверухин. Не помнишь такого? Помню, да. Ой, упала, что ли? Или она трюк такой? Короче, Сергей Четверухин, это был номер один. И он, звичайно, у них ценятся тройные прыжки, а потом они почали четверные. Вот кто-то из них там, что в 4 оборота. Это было редко, хоть один прыжок за катание. И, по-моему, ой, она падает и падает. Эта девчинка все время падает. Вот. Так что это? Ну, что робить? Ну, розные, ну а что? Головне не сдаваться, малайчина. Давай, камон, бейби. Давай, красивенькая такая причесочка у нее красивая. Вот какое вращение, пригожее, сидя. Это так, думаете, это просто на одной ноге? Вот, закончила. Она закончила или упала? Да. Нет, нет, не закончила. Опять или упала, или трюк такой на колени проехать. А вот она эту ножку подняла, так. Вот добре, коли они сюда подъезжают, тогда я их могу... И опять.
калі вы бачыце уже гэтае відэо, подзяліцеся ім, расшарывайце з літоўскімі людзьмі, суседзямі, сябрамі, калегамі. Там можа пабачыць кагосьці знаёмых, вось этих дзяцей там адзін аднаму там. Я ім дала этим валантэркам. Дарэчы, хочу выразіць вялікую падзяку. Дзяўчынкі, вы, валантэркі, якія сидзелі, да якіх падыходзіла я да вас, цёця такая Марыянна з Менску, з Беларусі, і на English мне вельмі спадабалася вось дзяўчына, якая дала мне всю інфармацыю, і таксама in English. Вялікі дзякую. А потым падышла арганізатар жанчына, ну з ёй мы вельмі коротка размаўлялі, а дзяўчынка малайчынка. Великий вам дякую. Лабеячо. А как сказать большое спасибо за информацию? Ачу лабей. Ачу лабей за. За, как будет за? Так и будет. Уж информация. Это ты так сочинил или нет? Вот она скончила. Ее и так само уже вон выкинули. Что ж. Очень даже собирает. Опа, это даже сейчас упало уже при разминочке. Все, поехала на сярэдзіну, каб ужо пачаць выступ. Ну вось, пожалуй, усіх, кого я так вот, потым былі шмат якіх, можа, але зараз я не смогу сказать. Елена Водорезова, Сергей Четверухин, Александр Плющенко, или как Плющенко? Как его зовут, блин? Это уже потом, позднее, я не хочу, это уже российский период. А я хотя бы советский. То, что наша молодость, детинство, а российские все. Я вам скажу так, у Советском Союзе, коли были вот это фигурное катание, мы все прилипали, мы все в улице вымирали. Вообще, официозный, отличный вид спорта. Да, это был хоккей. Вот хоккейные матчи с Канадой, вот это споборництво, победить америкосов и канадцев. Это еще, это было головное для совка. А и в фигурном катании мы были впереди планеты все. И вот это Роднина, вот это все, эти олимпийские медали. И тогда уже мы гонориться должны, мусили вот этим всем. Должны были, и все сбирались, все откладывали все справы, и сидели. И это, по-моему, скончила, да? А что-то ей никаких цацочек. Это разминка была. Вот вон тренер все дает инструкции. Не, это какая разминка? Вот зараз на поезде выступает. Это что, она уже сколько прокатала вообще? И что, она... Что вот... ты что? Она просто ее подозвала. Нет. Она просто перепынила ее, что типа подказала. И это ее выступ протягивается. Вот. Может быть. Коротей, вот этих всех, кого я назвала, начиная с Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, самые древнющие вообще кого. И вот далей, коли мы уже совок этот пережили, да, и все там гонорились и глядели, потом я подросла тем часом, может, нават мы уже переехали в Беларусь, настолько я как бы сгубила свою зацікавленность, фигурную, вообще мне пофигу, да. Вообще, зараз ні у хоккеї, ні в фігурному катанні, ось, нічого не цікаво, і не цікавлюся, і не веду ніяких, особливо вже, конечно, у новейшей історії цих, как бы, прозвища фигуристов, двух тренеров, Татьяна Тарасова там это, как это называется, ледовые эти ихние, как они называются, вот эти, которые они просто ледовые... с актерами это. Да не гульня как-то там, не игры на льду, как там. Ось. Уже Тарасова там звездила, сидела все время. Но Тарасова малайчина, и она как бы... Вот новейшую историю она не витая, она не зигуя, она не почала зиговать.
Это інше альбо гэта же? Я не пойму. А чего она так? Вот того. А что у нее? Преференции? Не знаю. Вот она что-то повезла взятку судьям. Хабар. Хабар. Тренер говорит, иди сюда, подъедь сюда. Передай, иди судьям. Хай тебе пропустят долей. Не, ну мы жартуем, конечно. Она как бы налаживает коммуникацию поміж тренером и джаджами этими. А, может, им треба элементы? Она Может, все и еще треба... разминается. Может, треба элементы какие-то показать? Вот так они домовились, что вот то надо сделать, то. Она подъезжает, а теперь зроби, вот, например, там, прыжочек, кружочек, вращенница какой-нибудь. Вот так. Вот зараз Вот что-то она тетя повторила. что-то объявила. Вот ее объявили, и вот она пошла выступать. Ну что, Вот, сябры. вот она начинает с центра поля, видишь? Угу. Вот она пошла. И Вот музыка. пошла музыка, так. Да, музыки ж не было. А чему ей так шмат часу было на разминку, я не могу задумать. Ну, видишь, что-то отдала, повезла от этой судьям, отдала что-то. Соправды хабар. Смешно. Ну, давайте поглядим, что за девчонка тут такая у нас. Близко подъехала. Мы ведем наш репортаж с ледовой арены Акрополиса на приз Кропольский. Здесь проходят споборницы. Дяусна. Да. Ну ничего, посидите, поглядите. Не сидите же вы зараз уже перед телевизорами фигурное катание не глядите. Зараз не до фигурного катания. У нас такие фигурные катания у свете отбываются. Тут такие есть у нас эти танцоры, основные танцоры по фигурному катанию 25-го года, 21-го століття, что тут мы просто, скажи, какие бы ты оценки дал их этим программным выступлением ихним, а? Что они там выкидывают, какие они там эти фортели. Не до смеху. Это просто некий жах, сябры, просто жах. Что отбывается? А что еще будет? Рихтуйтесь. Рихтуємося морально. І треба узброєння рихтуватися. Так само. Як кажуть, whether we like it or not. Що буде дренно, і що дрэннее і дрэннее. Пакуль толькі у выпадку, што штосьці здарыцца грацескнае, будем так казаць, вельмі так, ну, как бы так, не то што асцярожна, а как бы так, вельмі па-эзопаўскі. Калі толькі не здарыцца штосьці грацескнае, с этими основными танцорами, ведаете, то будет для ўсяго света дрэнна, для перш-наперш Украины дрэнна будет, для нас, Беларуси, будет дрэнна, и для ўсяго света, и для самой такой краины, откуда родом гэтыя основные танцоры. Наступная девчонка рыхтуется до выступу. Ну вось, дзяўчынка яшчэ одна катаецца. Здаецца, не дрэнна катаецца. Пакуль яшчэ ніводнага фотоку не упала. Раз одного барана, то стада погано. Это сапраўды так. Праз аднаго барана увесь свет паганы.
Для усяго света погано. А, нормально? Это примавка от меня. Крыху переробила. Ось девчонка лиха, хотя сама такая, ну, по возрасту маленькая такая. Она так, и у нее хуткость такая великая, хоть бы не сглазить. Я памятаю, да. Она такая, как молекула. Вот, гляди, вот она маленькая такая, видишь? Вот такая вот такая, очень так. Она жовто-блакитная. Чорно-блакитная. Чорно-блакитная. От бачите, як я бачу кольори. А мені це як будто жовто. О, вот она проехала так. И вот с таких возрастов, коли они, вот, особенно у споборництвах будут удельничать, вот эти вот хвалявания, вот эта стрессовая ситуация, этот адреналин, а это вельми необходимо. Только так, удел у всяких конкурсах, споборництвах, на сцену выходить треба, на публику. И не так, что между собойчик там сама на тренировке покаталась, дома там обсудили, обмерковали. Не, это не то. Только як шмат разов дитя буде туды-сюды, все это переживать, адреналин, хвалявание, турбование, это самое, стрессовая ситуация. Яны спортсмены, они мусят закаляться за это самое, и тренировать себе свою нервную систему. О, малайчина скончила, а ей никаких этих ничего не выбросили, папа. Ось так. Ничего не водного, никто не заготовил. Угу. Зараз чекаем наступную удельницу, девчонку. Прям спочатку показываю. Як ущени. О, полетела. На место початку. Но это криху вышейшая уже. И може навіть старейшая, так? По узрості. Мы не лечили, яка это по лику. 5-я девчонка, да? А их 7. А, до речі, а где же это, хлопцы? Хлопцы это... были, уже были, да? А это помеж девчонками только. Ну, как же ночью одиночное катание. Ясно. Это типа Елена Водорезова. Ой, ластовку зробила. Я так накольки как бы так соображаю, что яны не мусять столько, например, у центрі там крутиться, там что-нибудь, все эти па. Яны мусять и по всему, по всей пляцовці. Ну, я думаю, что это не потребование, это просто необходимость, потому что тебе треба хуткость. Если ты будешь крутиться по центру, у тебя не будет хуткости. А так они разгоняются. Хуткость, прыжки треба разогнаться, да. Але вот яна больше у центрі как-то. А по-моему, судьи мусят оценивать так само и колено, как бы вздолж... Какие-то показывают вообще, дорожки некие показывают. Вздолж бортиков. Это мусит тренер уже глядеть, как все было равномерно. И у центра, и по всей пляцовці. Але, я ведаю, великой помылкой лічыцца паденне, конечно. И, конечно, коли задене бортик. Коли так близко подъедет, да, будет нават просто ехать альбо
при выконании какого-то какой-то фигуры, и она, не дай бог, еще и врежется в бортик, это в уголе уже все, провал. А она вот коли так докранецца, хоть коньком, хоть рукой, гэта лічыцца вельмі дрэнная памылка. Ну ўсё, скончыла і гэта дзяўчына. Мы назираем, что все удельницы вот этой группы выступили. Судьи по крыху яны все уже сыходят со своих месцаў. И что будет отбываться далее? Я думала и мерковала, что может будет какое-то, узнагароджванне дзяўчынак, какие-то там пьедестал, месцы. Хотя на пьедесталах же медали, а тут какие уже там медали? Приз Акропольский же, но на спаборніцтва, я забыла, гляньте, вот они все, альбо это уже наступная группа. Это эти судьи побегли между этими, покуль яна буде разминка на 5 хвилин, побегли в прибиральню, я думаю, альбо на перекур. А тут уже наступная группа. Но мы их снимать уже не будем. Я больше вас мучать не буду. Покутывать вас и самой покутывать, да? Я жартую. Но мы хотели побачить, мы побачили. Хоть одну группочку. Як это вось. Вот зараз девчонки разминаются. У них зараз такое вот все. Но мы не дочекались, конечно, не дочекаемся усіх этих месцаў. Може, они потом опубликуют здесь. Я не ведаю. Этого я не спытала у тых волонтеров. И тому, ой, как пригожа дюймовочка-то. Оп, оп. А это уже какие-то постарше, мне сдается, такие повыше как-то ростом. Ці мне так здаецца, спытаць не могу, бо вось бачыце, пустое место. Папуся сидел и пошел, вырашил прогуляться, припудрить носик. А что робить? Мы тут долго уже сидим и попиваем, и попиваем. Ну вот зноў ідуць осені, пусть на себе поглядять. Я вас здымаю. Помахала ему. Так что тренеры глядят, турбуются, хвалюются. Покажем ближе тренеров. Кожный глядит на свою и сочит за кожным рухом. О. А мы их одразу всех здымем на гэтай разминочке и все. А по одной это слишком. Кожную по одной. Ось еще иди. Вот. Такой у нас идет член. Чалец. Мне подобается белорусское слово чалец. Чалец этого жюри. Judges. Ну, ось мы их всех не в розницу, а оптом. И все. Та вращение делает, да все. Каб я найбольших сюди потрапила у камеру, покажу. Ось тетя, сапраўды, она може попередила, что хвилинка засталася, а зараз уже, что все. И она уже морально ось починает одразу з'їжджати. Минутку еще, хвилинку покрутили еще, и все. Дыму криху вам показываю, вот кафешка. Яно уздовж этого ледоса, уздовж ковзанки.
І криху ось покажу і у гэты бок, такое тульненькое. Тут на приступке такие само столики, а там уже люди идут по Акрополису. И тут такая лестница веде на другий поверх. До речі, тут є ще кінозал. Здесь. Може, боулінг. До речі, тут є боулінг у Акрополісі. І ён, тут уже катаецца наступная дзяўчынка, гэты боулінг-цэнтр з'яўляецца спонсором сённяшніх вот этих вот спаборніцтваў. Дзяўчына катаецца, але мы, конечно, ўжо будем заканчивать. И усіх удзельнікаў ўжо не будем показывать. Ну что, сябры, великий дякую за то, что наведали з нами сегодня Акрополис, нацярпілись, цярпяліва поглядели спаборніцтва по фигурному катанию на приз Акрополиса. И спонсором является боулинг-центр, до речі, тут Акропольский. Да, я забыла это сказать. И послухали наши успомины про наш опыт фігурного катання з дитинства. Ну, я маю на увазі, які імені ми пам'ятаємо. І, до речі, я згадала ще Сергій Четверухін, і потім був Олександр Волков. Светленький такой, помните? Четверухин темненький такой был, симпатичный, типа Битлз такой он выглядал. А вот Александр Волков, до речи, такие светленькие, с таким большим носом, а лет так само был талановитый. Да, это еще до Плющенковского периода, я маю на увазі. Значит, великий дякую, мы уже с вами развитываемся. Нас рассчитать? Да. Карта. До наступних зустріч у ефірі. У мене зосталося ще криху вінця на дні. І я зичу всім зичу всім здоров'я спортивного, як у фігуристів. І ніколи, щоб ви не губляли баланс. І не падали. Коли падаете, то поднимались и Так, да. И бегли далее. Ну все, великий дякую, до наступних зустріч. З вами була господариня Мар'янна і господар Олег. Давай. Олег.